Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Почему средневековые авторы так мало пишут о быте и нравах Золотой Орды, да, жителей Золотой Орды, конечно же. Да потому что это такие вопросы, например, даже если вы поедете в какую-то другую страну, что обычно вы фотографируете, да? Что у вас остается в памяти? И вот средневековые авторы, они тоже не акцентировали на этом внимания особого, да, где они останавливались, что они ели, куда, извините за выражение, ходили по нужде и где мылись, какие гигиенические процедуры были. То есть для людей того времени это было несущественно, да, и даже на современном этапе об этом писать не принято. И поэтому нам приходится восстанавливать общую картину из каких-то фрагментарных данных. Вот целостность картины, она во многом будет определяться от конкретного исследователя, да, от уровня его знаний, да, глубины его познания и так далее. Это были некие вводные моменты. Теперь по существу. Так как у нас заявлена тема, нужно придерживаться определенной структуры. Первый вопрос у нас будет посвящен особенностям жизнеустройства номадов Золотой Орды. Не знаю, успею уложиться за 15 минут или нет, но постараюсь. Затем, может быть, у вас возникнут вопросы, я постараюсь вот такой вопрос-на-ответной форме дополнить этот лекционный материал. Вот ни для кого не секрет, даже для малообразованного человека известно, да, или малообразованного человека известно, что большую часть населения Золотой Орды составляли кочевники, или еще по-другому называют номады. Но сейчас я не буду говорить об их этнолингвистической принадлежности, это другая тема, не суть важно, на каком языке они говорили, нас теперь интересует, что они ели, да, где и как мылись, если хотите, где жили, да, какие у них были жилища. И вот что касается кочевников, какой была у них жизнь? Здесь следует начать с того, что природно-климатические условия, они определяют тип хозяйственной деятельности. То есть почему вдруг они начали заниматься кочевым скотоводством? Да потому что в тех условиях, в которых они жили, это был единственный и наиболее эффективный способ выживания, если хотите. То есть в то время на территории Великой Степи другой тип хозяйственной деятельности вести было невозможно. Я, конечно же, говорю о земледелии, да. То есть почему они разводили скот, да, почему они пасли эти стада? Потому что сама природа их заставила. Это был наиболее рациональный выбор на тот момент. И вот тип хозяйственной деятельности, он определял многое в жизни номадов. Что они носили, чем питались, каждодневный распорядок дня. Все это определялось кочевым скотоводством. Очень просто. Надо было есть, пить, одеваться. Что их обеспечивало всем этим? Хозяйственная деятельность, то есть кочевое скотоводство. Наверняка вы понимаете, почему они перемещались, да, мигрировали с одного места на другое, потому что главным их богатством являлся скот, конечно. Как правило, кочевники Великой Степи, к каковым относятся монголы или средневековые татары, их можно так называть, да, потому что, безусловно, Золотая Орда – это государство наших предков, и не только татар, да. Золотая Орда – это часть истории нашей страны, нашей России. Да, нашего Отечества, какой бы она ни была, да, как бы ее ни воспринимали. И, кстати говоря, я полагаю, углубление в проблемы повседневной жизни или же быта и нравов позволят в какой-то степени реабилитировать это государство в глазах широкой общественности. Потому что на современном этапе существует огромное количество стереотипов, да, которые сформировались очень давно,
И несмотря на достижения современной науки, их смыть или уничтожить не удается. Да? Я вот некоторые мифы сегодня затрону, в том числе связанные с городской жизнью золотоордынцев. И вот, значит, главное их богатство. Мы сказали скот. Какие виды скота разводили? Это уже известный факт. Это овцы, лошади, козы, крупный рогатый скот, и кого еще я не назвал? Верблюды. Вот основные виды скота. И, казалось бы, это очень просто, но вот на современном этапе, если вот нас вывести в поле и заставить начать вести хозяйство, это нам не удастся. Почему? Потому что мы не знаем всех тонкостей. Потому что вот эти монголы или татары, они знали свое главное богатство. Они знали плюсы и минусы того или иного вида скота. Тут может даже возникнуть резонный вопрос: а почему они разводили именно эти виды скота? Потому что по-другому было нельзя. И потому что у лошадей есть свои, скажем так, достоинства для хозяйственной жизни, и у овец. Кстати, вот на слайдах я некоторые материалы представил. Ну вот природно-климатические условия. Надо сказать, что условия были достаточно суровыми. Здесь на территории Великой Степи, или климат Великой Степи характеризуется, здесь резко континентальный климат. Здесь очень сильные морозы зимой, они могут достигать 50 градусов, и сильная жара летом до 50 градусов. Как правило, климат Великой Степи характеризуется, он засушливый. Это так называемая аридная зона, выражаясь научным языком. Здесь выпадает очень мало осадков, плюс ко всему здесь очень высокий уровень солнечной радиации, да, ну или инсоляции, равнинный ландшафт. Все это приводит к тому, что влага очень быстро испаряется. И поэтому здесь невозможно заниматься земледелием. Даже на современном этапе это проблематично. Да? Что уж говорить о кочевниках, которые жили много столетий назад. Поэтому основной вид деятельности – это кочевое скотоводство, как я уже сказал. Итак, главное богатство. Об этом также нам говорят современники. Верблюды, быки, овцы, козы и лошади. Ну и вот я привел для примера, что значит овцы для кочевников. Это главный вид скота. Овцы, они преобладали в стаде кочевников, их было большинство. Ну вот посмотрите, высокая мясная продуктивность. До 25 килограммов мяса. Можно надаивать молоко с одной овцематки до 4-5 ведер молока. Да? Это источник сала. Ну, здесь курдючный жир, конечно же, сразу вы вспоминаете. Овцы давали шерсть, отличались ранней спелостью, да, относительно быстрым циклом размножения, но у них были определенные минусы. Это небольшая скорость передвижения, способность стебеневаться лишь при глубине снежного покрова 10-12 сантиметров. Ну, может быть, вы слышали, что такое тебеневка. Дело в том, что номады Великой Степи, как правило, не заготавливали сено на зиму. Да? Вот их скот кормился самостоятельно в зимний период времени, а вот они своими копытами отрывали сухую траву и таким образом питались. Конечно же, в течение зимнего периода они сильно истощались, но все же в большинстве своем они выживали. И вот если в степи выпадало слишком много снега, это могло привести к катастрофическим последствиям для кочевника, для его хозяйства. Ну, если овцы голодают, ну вот я боюсь не успеть, в жизни кочевников было такое страшное явление, которое они называли джут или дзут, выражаясь на монгольский манер. Что это означает? Это бескормица, приводящая к падежу скота. Падеж скота, а скот – главное богатство. Если я теряю скот, значит, я теряю средства к существованию. Я, значит, голодаю. Если я голодаю, ослабляется иммунитет, всевозможные болячки, гибель, да, и так далее.
Видите? И вот, почему, какая здесь связь, с джутом? Джут бывает, например, белый. Белый джут — это означает, когда вследствие каких-то природно-климатических катаклизмов выпадает слишком много снега, образуется толстый покров, снежный покров, и овцы не могут уже самостоятельно кормиться. Конечно, кочевники выработали определенные методы борьбы с этим, да. Они, например, в первую очередь на эти пастбища, на свои зимние пастбища, кышлыки, да, или кишлаки у нас обычно их называют, пускали, например, лошадей. Потому что они выгребали снег и таким образом добывали сухую траву, а вслед за ними пускали овец. И таким образом какую-то часть стада все-таки можно было сохранить. Ну, в каких-то случаях можно было ходить там, разгребать снег, но таким образом можно было спасти лишь часть своего стада. Вот с такими жизненными трудностями приходилось сталкиваться номадам. Ну и что касается хозяйственных будней. Хозяйственная деятельность в традиционном обществе, она была распределена по гендерному признаку. Были женские виды деятельности и, естественно, мужские виды деятельности. Здесь мы не сделаем открытие, если скажем, что мужчины занимались в первую очередь скотоводством, да? Уход за скотом, это выпас, охрана стад, определение места пастбищ для различных видов скота. Это нам кажется, что вот пустил овец на пастбище, и они там спокойно пасутся. Нет. Очень много там есть тонкостей и нюансов. И, кстати, в этом смысле у нас есть определенные перспективы для дальнейших исследований. Ну, здесь, конечно же, вот я еще должен сказать, мы этнографические материалы можем привлекать по тем же казахам, киргизам, которые в том числе, предки которых в том числе жили на территории Золотой Орды, и это предоставляет нам широкие возможности для реконструкции повседневной жизни или хозяйственных будней номадов Золотой Орды. Здесь большой потенциал. И они могли стричь овец, верблюдов, ставили метки. Эти тавро, проводили кастрацию животных, осуществляли их забой, разделку, объезжали лошадей, и при наличии оседлости мужчины обрабатывали землю и заготавливали сено. Вот это основные виды деятельности мужчин. Женщины, естественно, занимались домашним хозяйством, как и на современном этапе. Например, она разводила огонь, приносила воду, готовила пищу, кормила семью, наводила порядок в юрте, занималась стиркой. Но если у вас возникнут вопросы, да, а где брать воду, с чем носили воду, да, каким образом растапливали очаг, это уже какие-то частности, нюансы, на которые я вынужден буду ответить наверняка после лекции. Но раз уж я заговорил об этом, в Золотой Орде и вообще в степях большой дефицит топлива, дров, скажем так, да, если быть более простым. Проблема в том, что в Великой степи или в степях деревья растут очень плохо. Вот приходилось женщинам и детям заготавливать этот кизяк, и их собирали в кучи, накрывали, чтобы не промокли, да, чтобы в любой момент можно было приготовить, согреть пищу. В каких-то случаях не хватало топлива, и приходилось есть недоваренное или полусваренное мясо. Это тоже реалии того времени. Да? Об этом в особенности средневековые авторы пишут, которые побывали в Монгольской империи, в том числе на территории Золотой Орды, но не только из-за того, что они так уж и любили есть полусваренное мясо, да, а из-за того, что времени не хватало, им приходилось быстро-быстро делать, и они не могли найти топливо для очага, например. И, конечно же, в хозяйственной жизни кочевников очень большую работу выполняла женщина. И некоторые средневековые даже авторы отмечали, что мужчины ничего не делают, а всю работу выполняют женщины. Действительно, им обязанностей у них было очень много. Но хотя бы потому, что когда мужчины уходили на войну,
вся тяжесть хозяйственной деятельности ложилась на плечи женщин, в том числе защита своей семьи. Да? Если почитать биографию Чингисхана, там бывали случаи, когда мужчины были на стороне, допустим, кто-нибудь на них нападал, женщинам приходилось давать отпор, женщинам и детям, естественно. А, и, что касается у них, естественно, было представлено и домашнее ремесло, приходилось, изготавливать все необходимое, в том числе посуду. Что касается посуды, большая часть посуды изготавливалась из дерева. Ну, здесь наверняка догадываетесь, почему, да? Это же кочевники. Дерево, оно легкое, оно, как бы не бьется. Да? Из дерева, из кожи, из подручного материала изготавливали свою посуду. А, и относительно о юртах я сейчас не буду говорить о том, как они изготавливались. И были, конечно же, другие виды деятельности, в том числе среди номадов были кочевники, то есть кузнецы, извините, кузнечный промысел, и также они занимались ювелирным делом. Конечно же, в Золотой Орде кочевники также были активно приобщены к торговле, как внутренней торговле, так и внешней торговле. Вот, например, Ибн Батута, который лично побывал в Золотой Орде, он пишет о том, что золотоордынцы гоняли своих лошадей аж до Индии. Для чего? Для продажи, естественно. То есть лошади были предметом экспорта золотоордынцев, и помимо тех хозяйственных дел, повседневных дел, естественно, кочевники могли охранять торговые караваны, сопровождать эти торговые караваны. Они могли быть, как на современном этапе говорят, экспедиторами. Да? Они могли сопровождать, показывать кратчайшие пути для купцов. И насчет джута я вам уже говорил. В общих чертах некоторые аспекты повседневной жизни кочевников. Второй вопрос. Условия жизни горожан-золотоордынцев. Здесь следует сказать, что в Золотой Орде была представлена высокоразвитая городская культура. Я без преувеличения говорю об этом, но не надо, естественно, впадать в крайности. Однозначно мы не можем сказать, каково было процентное соотношение горожан и кочевников. На мой личный взгляд, кочевников все-таки было больше, но значительную часть населения составляли и горожане. Относительно того, когда и почему формируется городская культура на территории Золотой Орды, она начинает формироваться уже в момент образования этого государства. Вот после того, как монголо-татары завоевали территорию Дашты-Кипчака, Половецкой степи, они стали здесь основывать новые города. Потому что правящая элита Золотой Орды понимала всю выгоду градостроительства, потому что города, они в первую очередь необходимы были для правящей элиты. Здесь прямо скажу, был материальный интерес. Города были нужны для производства ремесленной продукции. Дело в том, что кочевая элита нуждалась в предметах ремесленного производства, в том числе как это правильно сейчас называется, вот сейчас это могут быть швейцарские часы, там Мерседесы и Майбахи, это предметы престижного потребления. Да? Естественно, правящая элита должна была носить соответствующий костюм, да, из соответствующих материалов, носить драгоценные аксессуары, которые бы подчеркивали их статус. И эти предметы, эта продукция, она производилась в первую очередь в городах.
городах, там, создавались, ремесленные мастерские. Естественно, сюда, сгонялись, ремесленники из разных стран, да, которые работали уже по новому заказу или на новых заказчиков, скажем так. Вот давайте пробежимся по слайдам. Здесь, речь идет об истоках, градостроительной культуры, в Монгольской империи и в Золотой Орде. Но надо сказать, что в Золотой Орде мы наблюдаем симбиоз. Симбиоз, или же соединение, скажем так, достижений городской культуры, мусульманской городской культуры, дальневосточной, городской культуры в первую очередь. Ну, или если говорить конкретно, здесь можно говорить о харизмийской традиции, о булгарской традиции. На территории Нижнего Поволжья до монгольского завоевания тоже были представлены города. И вот на современном этапе многие археологи уже полагают, что все-таки ханы основывали города не на пустом месте. Почему до этого бытовало такое представление, что вот они завоевали половецкие степи и в Нижнем Поволжье основали совершенно новые города и что здесь не было, вот прежней такой высокоразвитой городской культуры. Сейчас уже постепенно от такого взгляда мы отходим. Почему? Потому что, археология не стоит на месте, да, вот как бы, делаются все новые и новые открытия, в том числе обнаруживаются, памятники, относящиеся к 13 столетию. Здесь все-таки вот эти слайды, они посвящены большей частью Монгольской империи. Здесь у нас представлены реконструкция дворцового комплекса, столицы Монгольской империи Каракарума, да, это более привычное для нам название. Здесь такой монголизированный вариант представлен. И, конечно же, и у средневековых авторов тоже имеются описания городов. И, кстати говоря, Вильгельм де Рубрук, он одним из первых зафиксировал строительство нового города, новой столицы Золотой Орды Сарая, да, вот в середине 13 века он побывал в этой новостройке, скажем так. Это строительство только-только начиналось, и в последующем он поехал в Монгольскую империю. А, ну, эм, вот, особый интерес, конечно же, представляет, городская культура, ханского домена, так называемого, да, вот этих доминиальных владений на территории Нижнего Поволжья. Там действительно, располагались огромные города, мегаполисы, численность населения которых могла достигать 75, а то и 100 тысяч человек. По, меркам того времени мегаполисом, вот крупным городом уже считался город, численность населения которого составляла 50 тысяч человек, да. И вот к числу крупнейших городов относился Сарай-аль-Джадид, допустим, Гюлистан, Ургенч или Хорезм мы называем, Болгар, у нас, ну и можно назвать многие другие города. Это были крупнейшие, города. И действительно, они появились в достаточно короткий, исторический промежуток времени. Их, формирование, их основание и расцвет, как правило, относятся к первой половине XIV века или же к XIV веку в целом. К сожалению, история дала им слишком мало времени, для того, чтобы вот эта городская культура здесь окончательно, утвердилась. Я полагаю, что одна из причин исчезновения городской культуры, может заключаться и в том, что вот не хватило времени для некой, консолидации. Да, было много других факторов. Это эпидемии, о них можно говорить отдельно. Это военно-политические катаклизмы. Конечно, можем, Великую Замятню вспомнить, Тамерлана можно вспомнить, да. Это и природно-климатические катаклизмы. Вот действительно, об этом тоже нужно отдельно сказать. Ведь вот эти города, они возникают не только по воле хана. Вот хан так захотел, основали мегаполис. Были и объективные факторы, в том числе природно-климатического фактора, потому что такое количество населения надо прокормить. Такая же ситуация была и в золотоордынских городах.
То есть если не будет развитой земледельческой округи, которые производят необходимое продовольствие, города просто-напросто функционировать не смогут. То есть ханская власть должна была и об этом позаботиться. Почему формировалась такая развитая земледельческая округа? В том числе благодаря вот этим благоприятным природно-климатическим условиям. А, но в последующем, ну, вот, здесь, да, вот, значит, на мой взгляд, вот не хватило времени для формирования вот этой общности. Ну, некоторые со мной, конечно, могут поспорить, они скажут, все таки в городах, проживало уже несколько поколений человек, а ведь 25 лет, скажем так, достаточно для того, чтобы сформировалась некая общность. Вот мы сарайцы, да, или мы казанцы, да, да. А было ли такое, восприятие у жителей Золотой Орды, вот золотоордынских городов, сказать сложно. Мы можем только предполагать. Почему, вот я считаю, что не хватило времени для формирования этой общности? Потому что, Золотая Орда, как и любая другая империя, это полиэтничное и поликонфессиональное общество. Это относится и к городской культуре. То есть в городах жили представители разных конфессий, разных культур. Вот история не дала времени для того, чтобы все это перемолоть и создать нечто новое. И то ли и у ханов, может быть, не хватило. Но это пока это дискуссионный вопрос. Это вот, как говорится, мысли вслух. Что касается, города. Ну, и города, они были неоднородны. То есть если я сейчас опишу архитектурный облик, да, или экстерьер, вот этих, золотоордынских жилищ, не нужно распространять его на облик всех городов Золотой Орды. Это, может быть, в советскую эпоху было очень просто построить вот эти панельки ленинградки, да, и можно было даже в Новый год запутаться, да. Ну, вы догадываетесь, наверное, о чем я говорю. То есть они были настолько похожи друг на друга, что он даже не заметил, как попал в чужую квартиру, да. В Золотой Орде такого быть не могло. Но я все же полагаю, что единая градостроительная политика была. Потому что если посмотреть на новые города, которые строились в степной полосе, они имеют много общего. В том числе строительный материал. Посмотрим на кирпичи. По-моему, ниже иллюстрации будут. Они, как правило, имели стандартную форму. А, И очевидно, здесь стоит воля центральной власти, и эта политика, она кем-то руководилась. Не могли просто так стихийно возникнуть эти города, даже несмотря на благоприятную природно-климатическую обстановку, развитие торговли, да. Вот северная ветка Великого Шелкового пути особенно развивается вот во второй половине XIII века, в первой половине XIV века. Кроме того, должна была быть какая-то единая руководящая линия. Но, к великому сожалению, как я уже говорил, архивы, золотоордынские архивы не сохранились, и об этом мы, сказать сейчас, уверенно не можем. Но археологические материалы, дают нам определенные основания для такого рода выводов. Ну, это вот, города. Седентаризация. Вот это тоже спорный вопрос относительно оседания кочевников в городах. Вот на современном этапе существует дискуссия, как все-таки взаимодействовали кочевники и горожане. Одни исследователи полагают, что это был симбиоз, это было такое взаимовыгодное сотрудничество. Другие полагают, что все-таки они носили такой конфронтационный характер, потому что это как бы антагонистические способы жизни, да, как бы они ну, не могут ужиться в единое целое. Но все-таки археологические материалы позволяют говорить о том, что кочевники переселялись в города. Но я вот здесь согласен с известным археологом Ивановым. Очевидно, многие из них переселялись в города не от лучшей жизни.
Но речь не идет, конечно, о правящей элите, о наёнах, да, о представителях правящей династии. В городах у них были свои дворцы со всем необходимым, с канализацией, с ваннами, если хотите, они обнаружены, ам, и с водопроводом, с отоплением подпольным. Все это у них было. То есть все блага цивилизации у правящей элиты во дворцах золотоордынских городов были. Их площади достигали там до 700 квадратных метров. То есть это были внушительные сооружения. А вот рядовые горожане жили, конечно же, в значительно более скромных условиях. Конечно, не приходится говорить о том, что у них была канализация, что у них был водопровод. Что уж, я сейчас не буду вспоминать 90-е годы, Казань, да, свое детство, что на улице было, в центре города, я вам скажу, ходили по нужде. Это 90-е годы. За водой ходили в колонку, на улицу. Это вот улица Ленина, сейчас ее практически не стало, да. Это вот совсем недавно я еще с коллегами разговаривал. И вот это конец 20 века, да. И относительно, если уж я заговорил о воде, воду большей частью брали из колодцев. Конечно же, там в золотоордынских городах была особая система водоснабжения. У них они знали техническую воду, да, воду для технических нужд, и питьевую воду. Питьевую воду большей частью брали из колодцев. Колодцы были достаточно глубокими, обложенные в том числе обожженным кирпичом круглой формы, как правило. Их обнаруживают практически во всех золотоордынских городах, в том числе в Болгаре. Ну и вот если говорить о среднеазиатской традиции, в этих городах Нижнего Поволжья обнаруживаются хаузы, вот эти бассейны, где скапливалась вода для технических нужд. В городах была представлена арычная система, то есть вдоль улиц проходили вот эти канавки маленькие, да, ну, неглубокие, арыки, так называемые. Вот кто был в Средней Азии, допустим, в Самарканде, да, по сей день они, конечно, сейчас забетонированы, такого в Золотой Орде не было, но вот эти сточные воды, также были обнаружены дренажные каналы, дренажные колодцы, то есть система водоотведения, водоснабжения в золотоордынских городах была на достаточно высоком уровне, потому что это главное для города. Города без воды быть не может. Прежде чем основать город, нужно определить источники водоснабжения. И, видимо, были соответствующие лица, которые этим занимались. Но, по крайней мере, вот если говорить о намадах, была такая должность юрчи. Юрчи, вот он, в его обязанности что входило? Определение места стойбища ханской ставки, где будет находиться ставка. Это очень ответственная должность. Он должен был учесть все: и воду, топливо, направление ветров, да, чтобы где-то были холмы, где-то чтобы было защищенное место, даже, я не знаю, насекомых нужно было учесть. И не забывайте, что вот эта мошкара, и это когда вот мы говорим на лекциях, об этом забываем. Это создает кучу неудобств в жизни человека. Как обстояло дело? Очевидно, они знали какие-то свойства, вот эти, и, как правильно, если я выражаюсь, инсектицидные свойства отдельных растений, возможно, использовали. Полынь, которая была широко распространена, в том числе в степной полосе. Если развесить полынь по жилищу, то можно будет каким-то образом предотвратить попадание вот этих кровососущих насекомых в свои жилища, да. Ну и плюс ко всему дым. Дым, раз уж я об этом заговорил, в жилищах бедных очаги были открытыми, да, то есть отдельного трубопровода не было, очаг в центре жилища. Я сейчас не говорю о юртах, я говорю о городских жителях. Ну и еще некоторые особенности
Ну вот посмотрите, так сейчас выглядит бывшая столица Золотой Орды. Это мои личные фотографии, кстати говоря. И и обыватель ни за что не догадается, что здесь когда-то располагался средневековый мегаполис, да. В том числе здесь бывали русские князья. Со всей очевидностью мы об этом можем сказать. Так, ну здесь я перечислил некоторые города, чтобы у вас на памяти осталось. Ну, Царевское городище — это другой золотоордынский мегаполис. Очевидно, это город Гюлистан, да, это место роз, такое прекрасное персидское название, ну, так же, как и Сарай, да. Царевское городище в Волгоградской области, видите, на поверхности практически уже ничего не осталось. Так, Гюлистан. Ну и некоторые другие города, то есть города, они были не похожи друг на друга, ну, естественно, были общие черты и отличительные черты. Вот каждый город, он был уникален своими природно-климатическими условиями, своей архитектурой, своим населением. Объединяло их что? Объединяла их власть. Власть ордынских ханов. Что касается архитектурного облика, ведь не следует забывать о строительном материале. То есть, если много дерева и много камня, соответственно, сооружения, в том числе монументальные, строились из этих строительных материалов. А если мы обратимся к территории Нижнего Поволжья, там с лесом проблемы и с камнями тоже проблемы, да, и делаем соответствующий вывод, что монументальные сооружения и вообще жилища не могли строиться из камня и из дерева. Глины было завались. Соответственно, использовали кирпич. Как необожженный, так и обожженный кирпич. А кирпичи были прекрасного качества. Вот вам, пожалуйста, я говорил о водопроводах, о канализации. Это вот здесь и мои фотографии здесь представлены. Это золотоордынские трубы прекрасного качества. Их можно использовать по сей день, я вам скажу. Видите, они разных форм, с тройниками. Их, как правило, закрепляли алебастровым раствором и таким образом обеспечивали герметичность. Прекрасной сохранности, очень твердые, да, очень крепкие, прочные, я хочу сказать. И их называют кубурами. И эта традиция пришла из Востока к ним. Так, вот это хаузы, да, как выглядят вот эти бассейны. Но, как я уже говорил, вот в центре сарая находился такой бассейн, об этом пишет арабский автор, но вода этого бассейна использовалась для технических нужд. Ну и тут еще вот следует сказать, если вы хотите узнать, как все-таки выглядели золотоордынские столицы, я думаю, мы не ошибемся, если скажем, посмотрите на облик Самарканда и Бухары. Они были очень похожи. И вот здесь еще вопрос в чем? Когда студенты задают вопрос, а Золотая Орда на кого-то влияла, а было ли влияние Золотой Орды на чью-то культуру, скажем, архитектурную культуру или архитектурное искусство? Однозначно можно сказать, Золотая Орда оказала влияние на тимуридскую архитектуру, которой мы все восхищаемся. Письменные источники прямо говорят, что Тамерлан, он увел золотоордынских архитекторов, мемаров, да, к себе. И они принимали участие в его грандиозных архитектурных проектах. Здесь вот этим очагом, скажем, вот этого архитектурного великолепия, если хотите, был Хорезм, Ургенч. Это ныне Куня-Ургенч, развалины на территории современного Туркменистана находятся. И вот эти мастера, они как бы задавали тон. Действительно, вот нижневолжские города по своему облику, они были похожи. Ну, не скажу, что на Регистан. Здесь самое древнее здание относится, датируется 15 веком, да, остальные, Медресе Шехдор, да, оно было построено в 17 веке, и мечеть Золотой, я запамятовал уже. Вот примерная реконструкция золотоордынского города, да. Посмотрите,
Ну, конечно, может быть, художник здесь несколько преувеличил. Улицы здесь представлены достаточно широкими. Вот археологи, говорят о том, что максимальная ширина улицы вот, изученных, памятников, это примерно 10 метров. Здесь, на мой взгляд, все таки больше получается, да, или около того, да. Но, ширина, 10 метров — это все таки ширина магистральных улиц. А всевозможные второстепенные улицы или переулки, они были того уже, от 2 до 10 метров или от 3 до 10 метров. Ну, по современным меркам это, конечно же, очень узко, да. И что? Вот, дома имели усадебную планировку, вот эти хозяйства, да, имели достаточно высокую ограду, мы их называем дувалами. Это, видимо, традиция тоже пришла из Средней Азии. И, вот эти усадьбы, они были очень большими. Как правило, располагался дом хозяина, да, наёна или бека, можно назвать его по-татарски, скажем так, и дома его прислуги, всевозможные хозяйственные постройки, баня, как же без нее, в обязательном порядке, хамам. Это характерная черта золотоордынского города. И вот здесь, говоря о хамамах, я забыл сказать, что все-таки вот эти города, о которых я говорю, мегаполисы, они имели мусульманский облик. То есть они строились и формировались именно за счет мусульман в первую очередь. Ам, со всеми, вытекающими отсюда последствиями, да. И инфраструктура была мусульманской. Если мусульмане, соответственно, должна была быть мечеть, должны были быть медресе, ханаки, должны были быть хамамы, караван-сараи, и даже больницы. Это как бы, тема отдельного повествования, да. К больничному делу в Золотой Орде, вообще в мусульманском мире я проявляю особый интерес. У меня есть, и отдельные статьи на эту тему.